Кыргызстан назвал оскорбительным и невзвешенным тон министра культуры и спорта Казахстана о киргизских трудовых мигрантах в России. 23 мая на встрече с общественностью в Астане Арстанбек Мухаммедуулы, вспомнив Чингиза Айтматова, заявил, что повесть «Белый пароход» ассоциируется у него с кыргызстанскими девушками, вынужденными, по его словам, убирать туалеты в России из-за отсутствия работы на родине. Вот такая история произошла на днях, а о реакции на нее, которая не заставила себя долго ждать, поговорим с журналистом кыргызской службы Айданбеком Ахмадуулу и экспертом по проблемам Казахстана на Радио Свобода Мирхатом Шарифджановым. Добрый день, коллеги. Спасибо, что согласились на эту беседу. Первый вопрос вам, Айданбек. Расскажите, пожалуйста, о том, как восприняли в Кыргызстане заявление казахского министра. Ну, как вы сами сказали, оскорбительное, очень возмущение очень было. Это было заявление МИДа, была нота? Было МИД. Вызвали посла Казахстана, отдали ноту, и там наши культурные деятели тоже начали выступать. Все оскорбляются, но не раздумывается. Почему наши там? Он это сказал наверняка для внутренней аудитории. Потому что в Казахстане идет непростые там процессы. Да. Во-вторых, вряд ли этот человек читал «Белый пароход». Это он говорит роман. Это не роман, это повесть. А какие параллели там? Это мальчик, Нургазы, какие девушки там? Это нужно спросить самого министра. Да, я думаю, он вряд ли читал это. Мирхат, вот скажите, пожалуйста, вот вы согласны с тем, что сейчас Айданбек сказал? Полностью. Я имею в виду вообще, давайте начнем с этого. Была ли ответная реакция самого министра? Может быть, он обдумал свои слова, он понял, что он сделал что-то не так. Была ли реакция на уровне Назарбаева? Вы знаете, обдумал, сделал что-то не так, я, конечно, ну, это невозможно себе представить, что министр обдумал и понял, что это не так. Официальный ответ, конечно, был. Вот 25 мая был опубликован пресс-релиз, в котором говорилось, что от его имени, кстати, не он сам, что он извиняется за недоразумение и за неправильную интерпретацию его слов, что он не имел в виду ситуацию, в которой он как бы оскорбляет киргизский народ, киргизских девушек. Хотя, конечно, тут остается только позавидовать кыргызам, потому что вот перед ними он как-то еще извиняется. А как насчет извинения перед собственным народом? Вот этот момент интересный. Дело в том, что, естественно, если мы учтем тот факт, что идут массовые аресты, ну, многие люди осуждены на 10-15 суток, многие люди отпущены, многие люди оштрафованы. Я имею в виду последние события в Казахстане, когда народ, ну, сотни людей, тысячи людей иногда выходят на площади по всей стране и пытаются продемонстрировать протест против земельной реформы. Кодекса земли. Да. Но тут, конечно, вспоминается еще один факт, что не только ведь этот министр, многие другие министры на любых выступлениях, даже в мечетях имамы говорят, что вот надо ценить согласие, мир, ценить то, что у нас экономически лучше, чем у соседей. И всегда намекают, что вот в Киргизии были 2 революции, были, значит, смещены с постов 2 президента, и вот они из-за этого имеют вот такую ситуацию. Да, такой жизнь. Да, на самом деле ведь это не так. На самом деле ведь Киргизстан от Казахстана отличается только тем, что в Казахстане есть природные ресурсы, и только и всего. А если брать, значит, чисто в плане свобод, гражданских свобод, то Киргизстан ушел далеко вперед. И не только от Казахстана, а дальше. И поэтому вот эта ситуация используется, раздувается для того, чтобы предотвратить какие-либо выступления против власти, какие-либо подобия каких-то революций. И, конечно же, идет манипуляция вот этой ситуацией. Естественно, в этом играет роль не только, значит, Мухаммедиулы, но и все остальные министры, и вообще вся власть. Вот вопрос такой. Вы считаете, что все-таки он выразил позицию властей? Или это был такой выпад, который немножко вот не украшает власть? Почему? Потому что вот все-таки, наверное, в другой стране за такие слова министра бы могли просто снять с поста?
Но дело в том, что в какой стране? Мы говорим о каких странах? О Туркменистане, об Узбекистане, о России. Ну, смотря в какой стране, это ведь один вопрос. Второй вопрос. Говорил ли он от собственного имени, старался бежать впереди паровоза и показать, вопрос, что он... Да, это тоже нельзя. Но есть общая ситуация, когда все официальные лица стараются сравнивать ситуацию в Казахстане, манипулируя тот факт, что Казахстан экономически пока еще в лучшем положении, хотя последние события с нефтью, с ценами на нефть и с санкциями против России и так далее, мы знаем, что Казахстан все равно привязан к России экономически очень сильно. Вот. Все это, конечно, влияет на ситуацию в Казахстане, и, в принципе, экономическая ситуация там уже не та, которая была год-полтора назад. Это одно. Второе, выражал ли он собственное мнение или выражал ли он мнение, значит, администрации президента. Ну, это, в принципе, одно и то же, совпадает. Он выполняет свою работу, а его работа заключается в том, чтобы продолжать линию, предотврять линию, значит, правительства. В общем и в целом, чтобы любые средства хороши, да, конечно, как бы, конечно. для достижения цели. Можно? Я думаю, да, это, думаю, услужение, выгораживание. И перед президентом он услуживает, да, вот, выгораживает его, как бы защищая, да, вот, приведя пример Кыргызстана. Что характерно очень многим членам правительства в странах. Он хотел услужить президенту, показать себя. Ну вот, возвращаясь к тому, с чего вы сразу начали, Айданбек, очень многие, сотни тысяч граждан того же Таджикистана, страну, которую я представляю, Кыргызстана, вынуждены ехать в Россию за заработком. Они вынуждены выполнять какую-то так называемую черную работу для того, чтобы найти неквалифицированную работу для того, чтобы обеспечить себя, свое будущее, своих детей. Наверное, правы те комментаторы, которые считают, что, наверное, лучше чистить туалеты и зарабатывать за счет этого честно заработанные деньги, чем заниматься коррупцией, воровать, быть преступником. Это правильно. Я думаю, это правильно, но все равно, когда молодые люди, совсем молодые, после школы, да, идут на такие работы, там, без перспективы, без ничего, вот тоже это должен раздуматься правительство той страны, которую отправляет туда молодежь. Может, им лучше дать профессию какую-то, обучить их, потом лучше было бы это. Потому что неопытные такие ребята, девушки, да, действительно идут туда, они часто попадают в разные вот, передряги, и деньги даже не получают. Очень трудно. То, что они, ладно, если почистил там, получил, это тоже хорошо, но иногда они не получают даже это. Да. Поэтому я думаю, правительство наших стран, во-первых, власть должен раздумать, думать, как сделать наших мигрантов, которые вынуждены ехать за заработками в Россию, в Казахстан в той же, чтобы они имели какие-то профессию, какие-то образования. Ну там, если у себя нет работы, там, ну там, в этом отношении, я думаю, должен работать наше правительство, а не там только оскорбляться, обижаться. И вот, да, и вот такой последний вопрос вам обоим. Как вы думаете, будет ли вот этот инцидент уроком для вообще руководителей этих стран для того, чтобы, может быть, действительно пересмотреть в данном случае политику миграции или социальную политику, отношение к населению и работы, и вообще как бы политической этики? Я думаю, это совершенно две разные плоскости. Нет, никого не должно быть никакого дела до того, как люди зарабатывают. Огромное количество молодых казашек или граждан Казахстана работают в туалетах по Казахстану и по другим странам. Ни у кого не должно быть никакого дела, как человек зарабатывает, где он зарабатывает и на какие деньги, на какой работе. Любой труд – это тот труд, который человек выбирает сам. Это первое. Второе. Никакого отношения тот факт, что кыргызские гастарбайтеры или трудовые мигранты работают в России, не имеет никакого отношения к творчеству великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова. А вся эта попытка показать, что у нас лучше, чем в Кыргызстане, а в Кыргызстане вот так, потому что там были революции, это вот основной показатель того, что творится сегодня в Казахстане. Кыргызстан и Таджикистан – это две страны, в которых сейчас временно ситуация экономическая немного хуже,
или гораздо хуже, чем в некоторых других странах, включая Казахстан или Россию. Это не заслуга Казахстана, это заслуга предков, которые проживали на этой территории и сохранили эту территорию, которая, оказалось, имеет минеральные ресурсы, и которые сохранили эту землю для потомства. И выходка вот нашего министра Казахстана Арыстанбека Мухамедиулы — это показатель того, как люди относятся не только к соседям, но и как к собственному народу они относятся. Я очень надеюсь, что он вас услышит после этой передачи. Наше правительство, не думаю, что будет какие-то изменения или коррективы на свою политику в этом отношении внести, потому что этот вопрос давно обсуждается, проводят какие-то реформы там, очень много годами там, и никакого результата пока нету, не видно, что наши мигранты имеют какие-то профессии или что-то такое не имеется. А какие-то продвижения были в связи с вступлением Кыргызстана в Евразийский союз с Россией? Знаете, это очень такой сложный, неоднозначный вопрос. Некоторые говорят, да, есть улучшение. Улучшение в чем? Поступление товаров от России, Казахстана, Белоруссии стало легче, а наши не могут уже, трудом, как прежде. Например, со стороны Казахстана санитарный, ветеринарный контроль, как было, так и есть. Недавно фитосанитарный контроль ввели обратно. Все это сейчас ухудшает экономическую ситуацию, потому что общий товарооборот в странах Евразийского единства тоже уменьшилось, и поэтому таможенные сборы Кыргызстана тоже уменьшаются. Тут очень сложный процесс, сложный такой момент. Я думаю, не улучшение в данное время, а ухудшение есть. Наши говорят, перспектива будет улучшения. Но эта перспектива когда наступит, не знаю. Спасибо, будем надеяться на лучшее. С нами сегодня были коллега из Кыргызской службы «Радио Свобода», журналист Айданбек Ахмадулу и эксперт по проблемам Казахстана на «Радио Свобода» Мирхат Шарифджанов.